Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости моего канала, огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие, теплые, добрые комментарии, за то, что подписываетесь, за то, что помогаете моему каналу донатами. Земной вам поклон. И дай вам, Боженька, в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне и даете мне. И еще раз огромное спасибо. Мои дорогие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чем удивит и чем порадует вас последняя неделя года? Что по судьбе? Чего ждать, на что надеяться? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, чего мне ждать от последней недели года. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И давайте же посмотрим. Пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам то, о чем хотим знать. Так, а событий будет много, а неделя-то будет интересной. Ну что, по порядку, да? Смотрите, здесь у вас дракон выходит, да? Дракон. Дракон — это вообще очень хороший знак. Знак силы, знак победы и знак преодоления. У вас дракон летит вверх, еще и с правой стороны. Это же просто чудо. Вы в последнюю неделю просто будете летать над всеми своими проблемами. Все порешаете, все сделаете. Эти проблемы, эти все неприятности бежать от вас будут. В припрыжку, подальше, разбегаться. Да? Вы заходите, раз, и все разбежались. И все у вас замечательно. Все порешаете, все сделаете. Кроме одной, ну, я не знаю, как проблемки, да, либо ситуации, связанной не с вами, но с другим человеком. Возможно, накануне кто-то близкий, не столь близкий, на вас повесил свою головную боль. Ну, человек, да, поделился. Говорит, вот не могу, давай-ка ты, попробуй-ка ты. И вы приняли эту ситуацию на себя, как свое, понимаете? И за это переживаете, и за это беспокоитесь. Значит, что будет происходить? Происходить будет следующее. Это не ваша проблема и не ваше дело. И не вам ее решать. Девочки, мальчики, кто меня смотрит? Серьезно, вы, конечно, хороший, добрый человек. И, может быть, вы действительно хотите своему дорогому, близкому человеку помочь. Но вам эту проблему не по судьбе решать. И не по судьбе ее решить. Поэтому переадресуйте тому, от кого она к вам пришла. Здесь вы можете потратить просто уйму времени, уйму сил и ничего не добиться. Потому что именно тот человек должен сам все решить. Не бойтесь делегировать, не бойтесь отдать то, что не ваше. Это будет самое правильное решение. Не тратьте свое драгоценное время на чужие головники. Вот извините, но так прямо и вам и скажу. Может быть, вы меня осудите, закидаете помидорами, но тем не менее. Вам вот это чужое дело, оно как, знаете, как заноза, да, причем в таком неудобном месте, что не дотянуться, не вытянуть. Поэтому серьезно, да, чтобы вам легко было, хорошо, не берите чужого. А если уж взяли, тогда верните. Верните, вот прямо скажите. Извините, друзья, товарищи, да, это ваше, разбирайтесь с этим сами. У меня своих дел хватает. Это что касается проблем и дел. Следующий момент. Момент с деньгами связанный. Ну, во-первых, вам тут деньги идут, тут может быть возвраты долгов, возвраты каких-то, может быть, обещаний, там кто-то что-то пообещал, человек выполнит, неожиданно должнички там начнут активизироваться, да, денежку возвращать, либо вещи, может быть, какие-то возвращать. То есть будете вы, ну, скажем, рука будет брать, да, рука будет брать, и причем брать достаточно часто. По поводу ваших денег. Здесь идет какая-то вам награда. Награда может быть как и денежная, да, то есть то, что звенит, и может быть награда в виде какого-то, ну как это сказать, да, предмета. Может быть какой-то
подарок вам, да, на работе дадут на Новый год. Может быть, это будет как документ какой-то, да, вот что-то там, грамота может. Какая-то награда однозначно вам идет. Будет очень приятно. Но будет такой мелкий осадочек, маловато, да, маловато. Хотелось бы большего, да, могли бы там не поскупиться, а чего-то большего дать. Но тем не менее, да, дают, хорошо, спасибо, берите, да, дают, бери, бьют, беги. Вот. По поводу еще денег хочу сказать, что у вас будет большой соблазн, большой, очень огромный соблазн потратиться просто под нолик, а кто-то даже в минус может уйти. Здесь, конечно, дело ваше. Тратить деньги на тех, кого любите, на тех, кто вам дорог, ну, это святое. Здесь, конечно, тут скупиться не надо, жалеть не надо, но покупки нужно делать все-таки, мои дорогие, с умом. Подходите к покупкам с умом, потому что вы вот как себя не контролируете, да, вот не контролируете, хочется прям все и сразу спустить. Денежка руку жжет, вот это плохо. Здесь либо лимитированно делайте покупки, да, вот себе там подсчитайте изначально, присмотрите, потом уже покупайте. Ну и, конечно, не напокупайте всякой ненужной мелочи, да, которую потом еще будете думать, куда бы мне пристроить эти вещи. Да, зачем же я столько всего накупила, кому я это все отдам, кому я это все раздарю. Так, также по поводу подарков вам. Подарки будут, но они какие-то будут такие, знаете, соу-соу, да, мелковатые. Вот, знаете, такое впечатление, что практически никто не угадает, чего вы на самом деле хотели, кроме одного подарка. Этот подарок, всем подаркам подарок, царь-подарок. Таких подарков вы не получали очень много лет, а кто-то вообще никогда не получал. И этот подарок, я не могу сказать, это будет материальное, либо это будет что-то, вот, ну, какое-то действие. Но то, что этот подарок вас делает невероятно счастливым человеком, это я вижу. Здесь у вас счастье до небес, понимаете, от этого подарка. Либо от того, что именно этот человек вам подарил подарок. Будете, ну, прям светиться и гордостью, и радостью, и, конечно же, будете переисполнены вот этим чувством благодарности. Это замечательно, это очень хорошо. Вам вот это состояние, оно, ну, как год сделает, понимаете? Вот вы в год заходите вот прям с чувством счастья, с наполненностью. Вот любят меня, вот для меня стараются, вот какие подарки для меня дарят. Вот это ощущение, сохраните его. Сохраните, потому что вот как вы Новый год вот войдете в Новый год, так вы его и проживете. Кстати, по поводу Нового года. У многих в Новый год заходят с новой любовью, с новыми отношениями, с счастливыми отношениями. Вот смотрите, все союзы, которые вот сформируются, либо зародятся, либо люди сойдутся, да, они все будут по благословению. Вот она женщина стоит, вот он мужчина стоит. Причем смотрите, как интересно на песке. Я думаю, что вы видите, да, женщина на ножках стоит, а мужчина, видите, колено преклонил перед женщиной. Видите как? Предложение делает. Здесь либо предложение руки и сердца будет, либо предложение давай общаться, встречаться, жениться, там, сожительствовать, либо человек как-то, вот знаете, скажет, а давай обнулимся, а давай забудем все плохое, что между нами было, а давай примиримся, а давай заново попробуем. Здесь однозначно женщина на прямых ногах, а мужчина колено преклонной девочки идет. Что самое важное в этом деле? Да то, что видите, здесь ангел над вами, Святой Дух. Он благословляет ваши отношения. Этим отношениям быть. И эти отношения будут очень-очень счастливые и долговечные. Вот так вот, мои милые. Дальше. Вот интересный знак здесь у нас идет над женщиной. Здесь у женщины, вот она стоит такая, да, ножку задрала в позе победителя. И в руках, смотрите, у нее молот. Видите, молот. Это работа. Это какие-то возможности по работе. Значит, всю неделю вы либо предложение будете получать, либо вы будете обсуждать какую-то идею, какую-то мысль по поводу, может быть, смены, перемены в работе, может быть, какой-то бизнес, какие-то идеи у вас будут замечательные. Здесь, знаете, как осенит. Да? Конец года, все там готовятся провожать, а вы вся такая в идеях, в мыслях о будущем, где бы себя применились, где бы там работать, что бы делать, как бы денег заработать. Идеи гениальные, предложения еще лучше будут. Поэтому
Обратите на это особое внимание. Дальше. Здесь у вас очень много каких-то будет разговоров с людьми. И справа, и слева, значит, и с друзьями, со знакомыми, и с родственниками. И все что-то от вас хотят. Одни, ну тут как репка получается, да? Одни в одну сторону вас тянут, другие в другую сторону вас тянут. Здесь очень важно будет сохранить стабильность, чтобы никто никуда вас не перетянул. Потому что, чтобы вам не пришлось оправдываться либо перед одними, либо перед другими. Придумайте себе план, либо программу, да, чтобы вы могли четко понимать, что где делаете, чтобы лишнего кому-то чего-то не наобещали, а потом, чтобы не пришлось оправдываться, почему не смогла, не приехала, не доехала, либо да, почему так получилось. Потому что вы тут на расхват. Да? Вот словно вы такой... Ой, горячий пирожок, да, все хотят вас попробовать, либо себе забрать. Вот такая у вас будет ситуация. Дальше, мои милые. Здесь человек, который к вам через, я не знаю, через 1001 преграду идет. Кто-то с вами сейчас не рядом, но у человека все мысли о вас, чтобы к вам приехать, чтобы с вами быть. У многих отыграется, что человек не доедет. К сожалению, не доедет человек там, ну... Там никто не доедет, понимаете? Там настолько все закрыто, все запечатано, что человеку просто никак не пробиться. Даже если бы он превратился в эфир, он бы все равно не смог к вам долететь. Да? То есть как бы здесь как-то вообще перекрыто, закрыто наглухо. До последнего вы будете надеяться, до последнего будете ждать, но вот не получается. А у кого-то, вот у единиц, еще раз повторюсь, это просто единица. Человек таки доедет, пробьет, вот все пробьет, да, выпросит, вымолит этот путь, доедет до вас, и это будет самый лучший подарок вам, самый лучший. Этот Новый год будет самым прекрасным из всех в вашей жизни, да, даже в детстве такого праздника у вас не было. Здесь, конечно, все пойдет по любви, по счастью, вы друг на друга смотрите, вам никто не нужен, все, знаете, как отошли на второй план. Вот такое будет состояние. Все Новый год отмечают, а вы в своей любви, да, вам никто не нужен, и вам так хорошо. Так, мои милые, по предостережениям. Предостережения у вас идут по чарке, значит, алкоголь мы тут дозированно пьем, либо смотрим на качество алкоголя. Ничего не мешаем, потому что, прям, понимаете, вот у вас тут прям краб какой-то сидит, да, может накрыть слегка. А у кого-то аллергия может даже, кстати, пойти, да, либо какая-то реакция, да, нехорошая, не дай бог, конечно. Значит, антигистаминная, активированный уголь, сделайте себе какой-то запас. На всякие, а может быть на несколько всяких непредвиденных ситуаций. Ну и, конечно, будьте аккуратны именно с алкоголем. Так, еще один момент очень важный. По поводу, я не знаю, внешний вид, что ли, либо вот что-то вы захотите сделать, но как в последний момент вас кто-то подведет, либо что-то сорвется. Значит, не переживайте, вы и так хороши. Вот серьезно, вы и так хороши, чтобы вы не заморачивались. Вот это вообще никому, скажем так, глаза не бросятся, если у вас там педикюра нету, либо что у вас там где-то лишнее что-то там не отстрижено, там не уложено, это вообще не важно. На это заморачиваться не стоит. У вас будет хорошее настроение, глаза будут гореть, и все. И никто вам больше и не нужен. Вот, важный момент касается... Даже не знаю, кто это. Кто этот человек вам? Кто этот человек вам? Значит, смотрите. Здесь по вине какого-то человека, почему-то вот человек, да, вот с вами рядом где-то находится, может быть, это может сосед даже быть какой-то, да, либо какой-то коллега. В последний какой-то прям день, да, либо в последнюю минуту вскроется какая-то неприятность, да, какое-то дело недоделанное, либо сделанное неправильно, либо, может быть, там, не знаю, у соседей там что-то случится, да, там прорвет, затопит, не дай бог, да, вот какая-то неприятность идет по вине другого человека. Но вы не расстраивайтесь, вы постарайтесь абстрагироваться, потому что я вижу, что вы такая, вы вот прям на себя все это берете. Если этот человек виноват, пусть он все и делает. Вы не вмешивайтесь. Если там, все бывает в жизни, да, то есть
Главное, чтобы вы там не участвовали, понимаете? Если вы пойдете, будете в этом участвовать, на вас все скинуть, чтобы вы там этим всем занимались, чтобы вы там везде все это разрулили и все это сделали. Вам свое время нужно экономить. Займитесь лучше теми, кто с вами рядом, теми, кого вы любите, кто любит вас, особенно детьми занимайтесь своими, потому что у многих из вас вот именно в Новый год будет вот прям любовь, это, да, любовная тематика на первом месте. И детки могут почувствовать себя немножечко, знаете, как, ну, не при делах, да, вот этого допускать нельзя. Здесь нужно с детьми позаниматься, пристроить их, да, чтобы дети чувствовали себя в комфорте, довольные были, счастливые, и все будет тогда замечательно. Так, потому что у вас вот прям вся неделя, вот она в любви. Любовь, 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 морковь и переживания за вот любимого человека, который с вами на расстоянии. Так, и еще важный момент, который я хотела бы для всех вас сказать. Здесь момент связан с транспортом. Ну, по транспорту тут, если ваш транспорт, то старайтесь, может быть, поменьше задействовать свой личный транспорт. Это будет к лучшему для вас. Я не могу сказать причину, но вам лучше, вот знаете, либо пешочком, да, либо на каком-то другом транспорте передвигаться, не на своем, не на личном. Но это как совет и рекомендация. Вот вам так идет. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.